Я обожаю Алтай, эту культуру удивительную совершенно. Ну, а казачья песня, кстати, она тоже имеет что-то общее, вот особенно с тем вариантом, который вы последний приводили, потому что казачья песня, она всегда многоголосая, и в ней есть так называемый дисконт. Во-первых, дисконт поется, ну, приемы похожие на горловое пение, потому что это все лучший дисконт у мужчины, но это очень высокий голос, не его родной голос, так сказать. И при этом это всегда импровизация, то есть дисконт никогда не поет что-то одно и то же. Он идет по верхам и окаймляет эту песню, поэтому мне было, безусловно, очень приятно послушать в очередной раз представителя той культуры, которую я люблю и немножко знаю. Возвращаясь к теме, которая была обозначена, ну, во-первых, мы вот сначала поговорили, дело в том, что музей-заповедник – это по определению уже средоточие интересов и экологических, и культурных. Не случайно поэтому многие музеи проводят мероприятия, научные конференции, озаглавленные таким образом. В частности, в нашем музее уже 7 лет проходит конференция «Экология и культура», которая чаще всего как раз начинает говорить о том, что это настолько суть взаимосвязанные вещи, что одну без другой, в общем-то, сложно себе представить. Только что звучало в вашем выступлении, что на самом деле, как это у Кузьмы Прудкова, узкий специалист подобен флюсу, он всегда односторонен. Точно так же и эколог, который сосредотачивается на вот чисто прагматических решениях, он всегда уходит от целостного восприятия действительности и, безусловно, не может увидеть всю палитру и встающих проблем, и одновременно тех решений, которые самым естественным образом появляются, когда смотришь на это немножко пошире, повыше. При этом, тоже продолжая ваше выступление, на самом деле чаще всего, к сожалению, наблюдая и природные наши красоты, и в том числе архитектурные, культурные достопримечательности, мы все время волей-неволей ловим себя на том, что хочется что-то убрать, подчистить. Вот фотошоп просто необходим, потому что не только прекрасные ландшафты, изуродованные канавами, там, вот особенно то, что меня почему-то вызывает просто такую идиосинкразию, это проводов, это наличие неимоверное совершенно, когда параллельно стоит там 5-6 линий, ну хоть бы на один столб их все повесили, нет. И это же относится не только к природным достопримечательностям. Мы видим уникальные там храмовые комплексы и другое, перекрещенные этими проводами, газовыми трубами неимоверных цветов и так далее. И это как раз просто и показывает, что культуры-то нет никакой абсолютно. Вы знаете, довольно давно со мной произошел такой случай, после которого я понял, что на самом деле мой взгляд на мир не единственный, возможный. Я проводил газ в свой деревенский дом. Я сделал проект, причем во время того, как этот проект предуготавливался, я тщательно следил за тем, чтобы это было все сделано, ну, вот так, как мне хотелось бы. Я не имею в виду техническую сторону, но чисто с эстетической стороны глядя. И вот когда уже все было довольно сложно достигнуто, и проект этот был на руках, и начали мне уже этот газ проводить, вдруг я в какой-то момент увидел, что работники, которые это делают, они прикладывают, так примеривают трубу наискось стены дома. Причем, ну вот красивый дом, его жалко как-то. Да. И вот наискось прикладывается эта труба. Я сначала подумал, что, может быть, они что-то знают, чего не знаю я, и это какая-то система измерений такая. Чтобы он стекал. Но, тем не менее, я подошел и спросил, говорю, а простите, а вы зачем вот так делаете? Они говорят, ну как, ну так же короче.
Право. Я говорю, ну да, я с этим трудно поспорить, что короче, но говорю, даже по проекту это вот по-другому. Так вы еще и 3 уголка сэкономите, и там и 1,5 метра трубы. Я говорю, у меня нет такой задачи. Вы вот сделайте как по проекту. Они смотрели на меня, вы знаете, как ну, на недалекого какого-то человека, странного, мягко говоря. И тут я привел довод, который, как мне казалось, ну, должен, в общем-то, расставить все по своим местам. Я сказал, но ты бы вот этому сварщику, говорю, ты бы дома себе так сделал? Он говорит, конечно. Я решил, что он просто, отстаивая свою точку зрения, в полемическом задоре соглашается на все. И дальше произошло вот это событие, которое меня поколебало в этой уверенности, потому что там не хватало одной детали для того, чтобы завершить это творение. Техническое чудо, и это было еще в то время, когда детали эти невозможно было поехать в магазины и сразу приобрести. Я понимаю, что у специалистов все это должно быть. Я сказал, что Магарыч, естественно, с меня, и вот у кого есть. Этот же, который только что мне доказывал, говорит, что у меня есть. Я говорю, поехали. Подъезжаем к его дому, он идет за деталью к себе, а я, ну так, в рассеянности поглядываю по сторонам, потом понимаю, что что-то меня вот в этом пейзаже притягивает, за что-то у меня взгляд. Замечательный пример с этим, с трубой. Он правда очень точный, потому что он говорит ровно об одном, об отсутствии эстетического чувства и об отсутствии потребности в эстетическом чувстве. Вот это, в государственном масштабе, в угрожающих размерах. Проблема заключается в том, что все, что ты говорил, абсолютно справедливо и абсолютно достижимо, но прямо противоречит сегодняшним политическим установкам. Просто прямо противоречит. А вся система воспитания и образования прежде всего, нас ровно ставит другую задачу. И под нее затачиваются все реформы, которые сегодня существуют. У государства в сегодняшнем виде, у сегодняшней власти абсолютно нет потребности и не стоит задача творческого развития нации и получения тех достижений, о которых ты говоришь, которыми, так сказать, я единственное не могу согласиться, вернее как, частично могу согласиться. Ты сказал, что сегодняшние музеи-заповедники вышли из советской системы, это справедливо, но советская система музеев-заповедников строилась на дореволюционной системе усадебной жизни, прежде всего давшей миру великую русскую культуру 18-19 века. Можно взять имена всех, кем гордится, и понять, что 90% из них вышли либо из усадебной среды, либо из деревенской, по-своему близкой Я не имел в виду, безусловно, что это достижение системы. Это не придумка советской власти. Что советская власть просто ухитрилась в больших объемах это под государственную охрану поставить, хотя многое и разрушило. Да, что этому можно противопоставить сегодняшней вот этой немножко, на мой взгляд, уродливой модели развития, которые приняла наша страна, можно ровно вот это вот, только в том случае, если воспитание и образование, весь процесс воспитания и образования посадить на фундамент национального, культурного и природного наследия. То есть сделать ровно то, от чего, так сказать, всячески это пытаются увести. Наша тема устойчивое развитие, кстати, говорят про примеры, как воспринимается в мире. Вот сейчас буквально 2 недели назад, меньше даже, вернулся с
ассамблеи Международного совета музеев, крупнейшая музейная организация, объединяющая там 152 страны и огромное количество музейщиков. Одна из главных тем была именно устойчивое развитие. И фурор произвело абсолютно, так сказать, сообщение о деятельности музеев-заповедников Российской Федерации. Его недостаточно хорошо знают, но это было главное, так сказать, событие этого там, трехдневного форума. И больше всего, кстати, поразило наших зарубежных коллег, американцев, там, мексиканцев и разных англичан в том числе. Когда я рассказывал про Ясную Поляну, это наличие в Ясной Поляне детского сада, как постоянно действующего. Просто ты правильно совершенно сказал, что даже когда ребенок или вообще человек один раз попадает в Сростки, там, в Поленово, Вешенское или Пушкинские горы, он уже немного другой. А если не один раз, а на постоянной основе, то он немножко другой. Это просто принципиально другой тип мышления. И вот эта, так сказать, труба поперек, она уже становится практически невозможна. У человека, у которого есть эстетическое, культурное чувство, чувство, так сказать, собственного достоинства, у него уже не пойдет наискосяк труба. А наискосяк труба — это 94-й закон. Это вот ровно эта история. Безусловно. Что такое 94-й закон? Это труба наискосяк. Да-да-да. И еще ржавая труба. Ржавая и ненужной краской покрашенная. Абсолютно. Это просто вот идеология сегодняшнего законотворчества. Да, как за 3 копейки сделать никому ненужную фигню. Покороче. А при этом украв 5 рублей. И вся идеология как бы выстроена ровно на этом. Мне кажется, что сегодня уже даже недостаточно говорить об устойчивом развитии. Устойчивое развитие — замечательный термин и замечательная идея сама по себе. Но в нынешнем стремительном мире она, извините меня, уже устаревающая.